Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. 132-й театральный сезон в Русском театре имени Александра Сергеевича Пушкина завершается премьерой комедии «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Одна из самых известных в мире комедий принадлежит перу Пьера Агюстена Карона де Бомарше. О премьерной постановке и не только. Наш разговор сегодня. У нас в гостях в студии Александр Дубровин, заслуженный художник России, сценограф. Александр Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. С Русским драматическим театром вас связывает многолетняя творческая дружба, которая началась еще в 1996 году. Скажите, как вообще произошло знакомство? То, что я сюда приехал в 1996 году, мне напомнили вот совершенно недавно, потому что мне казалось меньше, и в то же время кажется это уже давно. Поэтому цифра эта для меня тоже такая какая-то, ну, она не юбилейная, но она большая и она значимая для меня, потому что столько лет ездить в Якутию, в Якутск, ну, сначала была Якутия, сейчас Республика Саха, конечно, это просто так ездить не будешь. Поэтому, конечно, мне понравилось с первого раза здесь коллектив, театр, и поэтому я вот столько лет езжу. Значит, что меня как бы позвало сюда, естественно, я не знал театр, не знал людей, не знал руководства театра. Это была встреча в центральной части России на каком-то симпозиуме, семинаре каком-то театральном, я уже сейчас это точно не помню, где ваш бывший директор с нашим директором общались, и он говорит: хорошо бы, чтобы ваш режиссер с художником у нас сделали спектакль. Они договорились, и я приехал. Вот так просто. Приехал, влюбился и езжу очень часто сюда. В вашей биографии есть такой эпизод в жизни, когда вы сотрудничали в тандеме с режиссером Владимиром Голубом, потому что именно с ним вы осуществили все те постановки, которые якутский зритель увидел. Как работал этот творческий тандем? Ну, мне работалось легко. В общем, конечно, были какие-то и трения в разговорах, допустим, в каких-то, допустим, чтобы понять его как лучше, шла с моей стороны даже какая-нибудь провокация, чтобы он раскрылся передо мной больше и рассказал чуть-чуть больше, чтобы мне было легче в плане работы. А со временем мы меньше стали ссориться, меньше стали общаться. Он мне говорил: ты прочитал пьесу? Я говорю: прочитал. Сделай мне красиво. Я говорю: красиво — это понятие немножко такое, как бы больше философское, чем и оно вкусовое. Одному это красиво, другому это он мимо пройдет и не заметит. Поэтому красиво — это понятие очень такое неконкретное. Он говорит: ну ты же понимаешь, что надо в театре для меня, чтобы было красиво. Это не значит, что это ярко, цветно, просто чтобы некая была какая-то гармония, смысл. И самое главное, очевидно, какая-то атмосфера, которая бы рождала его работу как режиссера. Для зрителя она была бы атмосферно им понятна и близка, и, ну, скажем так, и красиво. Что такое красиво? Это когда идут положительные какие-то эмоции, чувства от того, что ты видишь. Потому что красота – это глаза. Уши – это уже некрасиво. Хотя можно сказать красивый звук, красивая музыка. Но там термины немножко другие. Вот. То есть сочетание, такой комплекс звука, света, естественно, артистов, пространства. Все это сочетание дает ощущение некой гармонии, красоты. А уже стиль и прочее, 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 это уже, конечно, дело техники, дело художника. Даже моя одна из любимых пьес «На дне» Горького, она должна быть для зрителя
я считаю, 100%, когда открывается занавес, красиво, своей такой безнадежностью, своей такой какой-то, может быть, жесткостью, но она должна быть красива, красива для глаз, понятно зрителю. И если эта атмосфера вот этой жуткой красоты понятна, зрителю это нравится. А он говорит, тяжелый спектакль, тяжелое зрелище, но красиво. Но вы все это говорите, исходя из вашего богатого профессионального опыта. Ну, да. А как вы пришли в свою профессию? Но я в профессию пришел не сам. Я родился, как опять же у Максима Горького, вор. Пепел говорит, я родился воров сын, потому что я не выбирал профессию, потому что я уже с рождения вор. Ну, персонаж. Я родился в театре. Я родился, ну, конечно, не буквально на подмостках сцены, но меня с младенца приносили в театр. Мама оставляла меня, она работала в театре, город Киров. Вот. И я воспитывался в театре среди артистов, среди обслуживающего персонала. Они со мной нянчились. Потом я встал на ноги, стал бегать, они за мной бегали по театру. И я как бы нюхом своим запах театра впитал с детства. И поэтому у меня выбора, в принципе, не было. Я решил стать артистом. Занимался, готовился, а потом увлекся рисованием. И подумал так, ну, если не артист, так художник, но в театре. Получается, что вы, как постановщик, работаете не только над декорациями, которые видит зритель, но также и над костюмами. Я костюмы сейчас делаю редко, потому что сложность в том, что если приглашают художникам-постановщикам, не проблема нарисовать эскиз костюма, даже очень хороший, красивый, но за ним нужен не просто там контроль, но очень много побочной такой работы, присутствия в театре, что не всегда бывает возможно, если ты где-то служишь в театре и приезжаешь сюда ненадолго. Вот. Поэтому особенно связано это с примерками, с какой-то корректировкой по артисту, потому что нарисовать можно как бы красиво, а все равно по созданию костюма и портные, и закройщики, они учитывают индивидуальности артиста, на которого будет шиться костюм, и там невольно происходят корректировки. Им нужна помощь художника по костюму, а меня нет. Поэтому у меня такое состояние всегда очень неловкое, что я иногда костюмы или бросаю как бы на откуп тех же артистов и швей, на их вкус, на их понимание. Но в театре, вот в Якутске, это не проблема. Там очень работают профессиональные художники. И швеи, портные, закройщица. Они очень хорошо работают, и поэтому я всегда с ними спокоен. Даже они мне помогают, они что-то даже подсказывают. Вот. Я всегда очень внимательно к предложениям профессионалов очень отношусь. И стараюсь это так, если это не принципиально для меня, там какие-то, может быть, форма, цвет, я всегда делаю так, как надо. Вот. Тут нет у меня какого-то упорства и упрямства. Поэтому здесь с костюмами все хорошо. И возвращаясь к премьере в Русском театре имени Пушкина «Безумный день» или по Фигаро, что или, если точнее, каково это с точки зрения стиля и в целом? Потому что впервые вы этот спектакль выпустили в Барнауле. Можно выпускать один и тот же спектакль в разных театрах по нескольку раз. Это все равно будет, они немножко другие, понимаете? Как бы ты там чего не... Потому что люди разные, артисты разные, характеры разные, все разное. И роль может, и образ может меняться.
меняться, и, конечно, он все равно корректируется, если есть какая-то определенная задача. Значит, здесь сейчас, ну, я должен сказать, что театр мечтал осуществить постановку «Женитьбу Фигаро», я знаю, вот уже несколько какого-то времени продолжительного. И то, что это так возникло, оно возникло неожиданно. Не буду как бы уходить в какие-то эти дебри и рассказывать, от чего, почему, но неожиданно очень. С одной стороны, это всегда хорошо. Сразу так, хоп, и понеслась. Поэтому театр к этой работе, сам театр отнесся очень хорошо, потому что некая мечта их осуществлялась конкретно. Конец сезона на хорошей ноте заканчивается. Да, тяжело, да, людям хочется уже отдыхать, уезжать и так далее, и так далее. Многие уже, наверное, сидят на чемоданах. Но атмосфера этого спектакля, она такая положительная, она хорошая, добрая, легкая, веселая. И поэтому, конечно, настроение сейчас на выпуске спектакля мне нравится. Нравится эта атмосфера. Я видел прогоны, они очень легкие, они ажурные, они такие... Ну, я смотрел с удовольствием, хотя были еще какие-то погрешности. Поэтому работается хорошо. И все работают хорошо. Цеха работают хорошо, артисты работают замечательно. Очень хорошие артисты у вас, очень хорошие. Поэтому пускай ваши зрители... Я видел несколько спектаклей у вас здесь, новых, которых я не видел. И театр очень сильно изменился. Изменился, я считаю, в лучшую сторону. Он стал лучше, он стал современнее. Я чувствую современный как бы ритм нашей жизни в этих спектаклях. Благодарю вас, Александр Леонидович, за то, что пришли к нам сегодня в гости. Будем рады дальнейшему сотрудничеству, если вы продолжите свою работу вместе с Русским театром имени Пушкина. Думаю, что мне будет сложно отказываться от приглашений вашего театра. И я должен напоследок сказать, город ваш хорошеет. Я это вижу, особенно от приезда к приезду, я вижу, что он становится лучше и лучше. Мне это приятно. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.